Участие якутян в Сталинградской битве. К июлю 1942 года немецко-фашистские войска вышли в районы Воронежа, Сталинграда и прорвались на Северный Кавказ. Началась величайшая битва Второй мировой войны – Сталинградская. Она имела два этапа. С 17 июля по 18 ноября 1942 года – оборонительный, с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года – наступательный. В битве под Сталинградом сошлись войска СССР с одной стороны и войска нацистской Германии, Румынии, Италии, Венгрии. Сражение стало одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду с битвой на Курской дуге явилось переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую инициативу. Бои под Сталинградом шли ровно 200 кровавых дней. В схватке с обеих сторон участвовало более 3 миллионов солдат и офицеров. По разным оценкам погибло не менее 2 миллионов. Средняя продолжительность жизни новоприбывшего советского рядового в городе падала иногда ниже 24 часов. Сталинград защищали представители всех национальностей Советского Союза, в том числе около 10 тысяч воинов-якутян. 265 наших земляков были награждены медалью за оборону Сталинграда. В июле 1942 года отличился воспитанник якутской военной школы Василий Дмитриевич Будурусов, который огнем из своей винтовки уничтожил 15 фашистов. Во фронтовой газете «Во славу Родины» была опубликована статья «Бить врага по-будурусовски», в которой рассказывалось о боевых делах воина-якутянина, награжденного медалью за отвагу. Южнее Сталинграда несколько сот якутян, находившиеся в 57-й армии, сражались в августе против прорывавшихся к городу танковых дивизий врага. Здесь дрался с фашистами писатель Степан Афанасьевич Савин, Кюнджеребине, участник гражданской войны в Якутии. За успешные боевые действия он был награжден Орденом Славы Третьей степени. В сентябре 1942 года немецко-фашистские войска начали штурм Сталинграда. На оборону города были подтянуты боевые резервы. Среди вновь прибывших было немало воинов из Якутии. Только в одной 193-й стрелковой дивизии, награжденной Орденом Красного Знамени, плечом к плечу сражались представители более 30 национальностей, в том числе 296 якутов. Около 300 якутов были в составе 252-й стрелковой дивизии. Десятки якутян вели бои в рядах 51-го стрелкового полка и 142-го пушечного артиллерийского полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии. В историю Сталинградской битвы вошел подвиг Гаврила Дмитриевича Протодякинова из Чурапчинского улуса. В одном из боев в районе Мамаева кургана осколком снаряда в пушке Протодякинова был разбит оптический прицел. Будучи ранен, он остался у орудия и один продолжал вести огонь, подавляя пулеметные точки врага. Он лично уничтожил 9 пулеметных точек, 4 блиндажа и 2 противотанковые пушки противника. В дальнейшем он вступил в единоборство с вражескими танками. Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков в своих воспоминаниях писал о нем. Он так хорошо маскировал орудие, что танкисты противника узнавали об этой пушке только тогда, когда были подбиты или уже горели. 27 сентября в бою уже в самом городе, при штурме дома, превращенного фашистами в опорный пункт, Василий Давыдович Иванов первым ворвался в дом и забросал гранатами засевших там фашистов. Благодаря его смелости наступающие смогли захватить еще 6 зданий. За этот подвиг он награжден медалью за боевые заслуги. В Берлине Василий Давыдович был удостоен чести встать на охрану флага Победы, водруженного над Рейхстагом, Егоровым и Хантари. Северо-западнее Сталинграда получил боевое крещение учитель якутского языка Николай Васильевич Егоров. Конец войны он встретил в Австрии. Учитель и на фронте оставался учителем. В первые дни после освобождения Сталинграда по приказу начальника штаба полка Демидова в Ворошиловградском районе города он организовал работу школы. Некоторые якутяне, служившие на должностях политработников, связистов, медиков, также приняли участие в обороне Сталинграда. Так, сержант Баланов, колхозник из Мегино-Кангаласского улуса, командуя отделением связи, показывал пример личной отваги.
21 октября под минометным огнем противника он восстановил поврежденную линию между центральной телефонной линией и переправой 62-й армии, устранив на протяжении 2 километров около 2 десятков обрывов проводов. Военный врач армейского госпиталя Сталинградского фронта Тимофей Егорович Сосин, фельдшер Сизых, медсестра на Сталинградском фронте Нина Алексеевна Константинова и другие медики, постоянно рискуя жизнью, оказывали раненым необходимую медицинскую помощь. 19 ноября 1942 года советские войска после тяжелых оборонительных боев под Сталинградом перешли в решительное контрнаступление. Началась операция под кодовым названием «Уран». Весь мир, затаив дыхание, следил за ходом гигантского сражения на Волге. Вечером 23 ноября была получена радостная весть о том, что вокруг сталинградской группировки врага замкнулось кольцо окружения. С 23 ноября воины-якутяне участвовали в наступательных действиях. В период с 26 ноября по 8 декабря гвардии капитан Дмитрий Данилович Олонов своим танком уничтожил одно орудие, 2 противотанковые пушки, 4 миномета и пулемета, а также 65 солдат и офицеров противника. А его рота за указанный период уничтожила 435 солдат и офицеров противника. Дмитрий Данилович под Сталинградом воевал около 2 месяцев, участвовал в прорыве немецкой обороны и в окружении немецких частей. После ранения он вновь вернулся на фронт и участвовал в боях на Белогородско-Курском направлении, форсировании Дона, освобождении Киева, взятии Вены, освобождении Борно и Праги. В числе особо отличившихся в боях за родину Андрей Иванович Притузов, первый боевой генерал-майор из якутян, славный сын Хангаласского улуса. Андрея Ивановича в 1942 году направили на фронт начальником оперативного штаба 14-го стрелкового корпуса. 14-й стрелковый корпус, куда к этому времени входили 4 дивизии, участвовавшие в контрнаступлении под Сталинградом и окружении армии Паулюса, должен был 16 декабря 1942 года перейти в решительное наступление. Полковнику Беретузову надо было уточнить направление ударов, применение артиллерийской части, танков, снабжение боеприпасами, горючим, продовольствием. Задача перед корпусом стояла сложная – захватить аэродром, с которых гитлеровцы снабжают окруженную армию Паулюс. Успех операции «Малый Сатурн» вынудил Гитлера отказаться от попыток деблокировать армию Паулюса. После разгрома котельниковской группировки врага наступил завершающий этап Сталинградской битвы – операция по окончательной ликвидации окруженной группировки противника. Якутяне участвовали и в этой завершающей операции Сталинградской эпопеи. Политрук роты автоматчиков Милетий Аввакумович Васильев, родом из Сунтарского улуса, с незначительной группой бойцов взял в плен свыше 100 вражеских солдат и офицеров. 31 января 1943 года в составе особого подразделения Милетий Аввакумович участвовал в пленении генерала-фельдмаршала Паулюса. Часть якутян сражалась в других частях и соединениях, воевавших под Сталинградом. Здесь отличились лейтенант Попов, связист Богданов, старший лейтенант Азаров, награжденный орденом Красной Звезды, артиллеристы Павлов, Корниенко, награжденные орденом Отечественной войны второй степени, и многие другие уроженцы нашей республики. За успешные действия и участие в разгроме окруженной вражеской группировки под Сталинградом многие воины-якутяне дважды удостоились благодарности Верховного Главнокомандующего. Многие были награждены медалью за оборону Сталинграда. Часть участников сражений была представлена к награждению позднее. Победа советских войск под Сталинградом имела всемирное историческое значение. На арене этой гигантской битвы армии фашистского блока потеряли 1/4 часть всех сил, действовавших в то время на советско-германском фронте. Врагу был нанесен такой удар, который потряс всю его военную машину. Эта величайшая победа способствовала новому подъему освободительной борьбы в Европе. С разгромом врага на Волге стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования, и отношение сил все более повернулось в пользу Красной армии. Тысячи якутян стали участниками этой величайшей битвы и внесли свою лепту в историческую победу.